Здравствуйте, друзья! Вот и пролетело лето, и снова в эфире информационная служба детских новостей. Друзья, мы вновь рады работать для вас. А еще мы хотим поздравить всех с наступившим новым учебным годом. Да, лето пролетело незаметно. Милана, а каким было твое лето? Никита, я много купалась, загоралась, снимала видео на свой канал, всего не перечислить. Но вот самое яркое событие уходящего лета меня особенно порадовало. И какое же событие? Расскажешь? Конечно, смотрим! Вы думаете, тележурналисты все время только работают? Нет, тележурналисты работают, учатся и отдыхают одновременно. Горнолыжный курорт Абзаково на 3 дня стал для 100 юных тележурналистов местом, где можно было отдохнуть и с пользой провести последние дни летних каникул. От такой возможности не отказалась и наша редакция детских новостей. Организатором поездки стала Уфимская школа телевидения «Телешко». Цель поездки – это догнать лето, потому что у нас лагерь так называется, догонялки лагерь. То есть мы решили, что соберемся именно в последние дни лета для того, чтобы собраться силами, дышаться горным воздухом для того, чтобы с новыми идеями, с новыми силами прийти в новый медиа и учебный год. Дни у телешкольников были расписаны буквально по минутам. Программа была насыщенной. Днем различные экскурсии по самым интересным местам курорта, а вечерами мастер-классы от маститых телевизионщиков. Яркими событиями этой поездки стали медиакостер, на котором ребята с удовольствием пели песню под гитару, экстремально захватывающий подъем в горы по фуникулерной трассе, протяженность которой, кстати, более 2 километров. И 20 минут тишины на вершине горы, во время которой каждый мог подумать о чем-то своем очень важном и сокровенном. Тебе понравилось в лагере Телешко? Да, мне понравилось. Тут очень хорошо. И, нет такого много народу. И как, свободно, можно даже так сказать. Что больше всего запомнилось? Мне запомнилось, как мы ходили в горы. Мне понравилось час тишины, потому что там можно собраться с мыслями и подумать о чем-то. Мне запомнилось больше всего аквапарк. Еще мне запомнился зоопарк. Там была большая корова, и мне она больше всего понравилась. Но самым ярким и запоминающимся событием стала съемка клипа на песню Руслана Фаршатова «Молодое племя». 70 телешкольников собрались на одной поляне и сняли его всего за 7 дублей. Телешко Кэмп в Абзаково – самое яркое завершение летних каникул, которое зарядило ребят знаниями, позитивом, свежим воздухом и яркими впечатлениями. Вместо врать и бояться, мое дело любить. Папа занят делом, мама занята телом, но на самом-то деле только делают вид. Только бы не сумела молодое то племя поломать их систему и достать этот чип. Твое дело смеяться, вместо злиться и выть. Вместо врать и бояться, твое дело любить. Это дело не хитрое, честное, его не отнять и не понять, как сумели обидами, бесами все растерять опять. Наше дело смеяться, вместо злиться и выть. Вместо врать и бояться, наше дело любить. Ваше дело смеяться, мама, вместо злиться и быть. Вместо врать и бояться, папа, ваше дело любить. Пули, алые стрелы отправляются в тело самым юным и смелым самой сильной страны. Милана Семерякова специально для детского времени, телекомпания СТВ. Милана, у тебя получился отличный сюжет. Да и отдых был незабываемый, но не стоит забывать, что начался новый учебный год. Да, а как ты думаешь, все школьники ждали 1 сентября? Не знаю, как все, а вот многие телешкольники школы Media Kids ждали учебного года с нетерпением. С трудом верится, что ждали. Не будем гадать, увидимся в следующем сюжете. Настроение немножко волнительно, потому что, как я узнала, у нас новенькие будут в классе.
Ну а так, да, жду с нетерпением. Ждешь ли ты первый учебный день? Да, очень. Почему? Потому что, ну, в школе моль, веселье, там, пельмены, уроки. Мгм. А по кому скучаешь? По одноклассникам больше всего. Ждешь ли ты 1 сентября, первый урок? Ну да, жду, потому что там, ну, по учителям скучаю. Как ты думаешь, этот год для тебя будет сложным? Ну, каждый год сложный, потому что все новые и новые программы. Ты ждешь 1 сентября? Да, я жду. Не то, что в школе скучно, друзья это исправляют, заглаживают. По кому скучаешь? По друзьям, по учительнице, но я перехожу в 5 класс, у нас учительницы изменяются, уроки добавляются. Ждешь ли ты 1 сентября и первый учебный день? Да, очень, потому что у меня скучно дома. Ну, расскажи, тебе будет сложно в этом году? Как ты думаешь? Думаю, да, потому что там столько надо делать, книг читать. Ты ждешь 1 сентября? Да, я жду, потому что я в первый раз иду в 1 класс. Как ты думаешь, тебе будет трудно? Я думаю, мне трудно. Ты ждешь первый учебный день? Да, очень, потому что мне хочется увидеть одноклассниц, пообщаться. Я иду в 7 класс, и там будут новые предметы, хочется их поизучать. Ну, расскажи, ждешь 1 сентября? Да, я очень жду, потому что мне не терпится увидеть своих друзей, потому что мне интересно узнать, чего нового будет. Расскажи, ты ждешь 1 сентября? Да, очень жду. Охота встретиться с одноклассниками и получать 5. По кому-нибудь скучаешь из школы? По учителю. А по одноклассникам? Да, тоже по одноклассникам. Ждешь 1 сентября? Да. Почему? Ну, учиться интересно. Угу. А какой у тебя самый любимый предмет в школе? Труд и английский. Ждешь ли ты 1 сентября? Это, наверное, единственный день в году, который я жду. Да, почему? Ну, потому что день такой получается развязанный, особо ответственного ничего нет. Как ты думаешь, ты в этом году будешь лучше учиться? Скорее всего, да. Желательно быть лучше. Ждешь ли ты 1 сентября? Да, Почему? потому что мы пойдем в школу, я увижу с друзьями своими и буду учиться. Угу. У тебя есть любимые предметы в школе? Да, Какие? физра и башкирский язык. Начинается новый учебный год. Какое у тебя настроение? Настроение у меня так себе, потому что начинается учеба, надо делать уроки, будет меньше времени гулять и так далее. Как ты думаешь, в этом году тебе будет легче или труднее учиться? В этом году у меня будет учиться труднее, потому что у нас начинаются новые предметы, по которым, я думаю, не справлюсь очень хорошо. Ждешь ли ты 1 сентября? Да, Почему? потому что начнутся новые предметы интересные. Как ты думаешь, этот год будет для тебя трудный или легкий? Трудные. Почему? Потому что появятся новые предметы, алгебра и геометрия становятся все сложнее и сложнее. Ждешь 1 сентября? Да, Почему? мне нравится учиться. А у тебя есть любимые предметы в школе? Да, Какие? английский язык. Скучаешь по учителям? Да, А по одноклассникам? да. Кто самый любимый учитель у тебя в школе, в классе? Зульфия Хатиповна. Да, Милан, впереди долгие месяцы учебы, не до веселья. А вот и неправда. Веселье, да еще какое, подарил всем школьникам города парк культуры и отдыха. Милана, ты о чем? Я в фестивале красок, который был посвящен началу учебного года. Ну и что же веселого там было? Никит, много всего. Наша съемочная группа побывала на этом событии, и вот что нам удалось увидеть. Праздник Холи – национальная традиция, от которой индусы не отказываются на протяжении многих веков. А теперь, с недавних пор, фестиваль красок вошел в добрую традицию многих городов России. Наш город тоже не отстает, и уже в который раз в парке культуры и отдыха проходит это яркое и шумное событие. На этот раз парк сделал такой оригинальный подарок школьникам и студентам к началу учебного года. Ну что, парни, расскажите, нравится вам мероприятие? Да, очень нравится. Мне очень нравится мероприятие такого вида, и на этом мероприятии я уже не первый раз. Поделитесь своими первыми впечатлениями
впечатлениями и эмоциями? То, что все всякие разноцветные, необычные ходят, ну так. Все раскрашенные, цветные, это все очень весело. А музыка нравится? Да, мне очень нравится музыка. Здесь такая очень веселая, эмоциональная музыка. Здесь можно хорошо отдохнуть. Здесь можно отдохнуть хорошо. Тут прикольная музыка и можно красками повеселиться. Придете на подобный фестиваль еще раз? Да, мы уже не первый раз сюда приходили. Несмотря на то, что фестиваль начался только что, уже весь народ обмазан и вообще все такие яркие, веселые. Фестиваль такой красочный, много чего интересного, много знакомых, много людей. Очень нравится, все такая красочная, все так яростно. Придете на подобный фестиваль еще раз? Да, конечно, обязательно придем вдвоем с друзьями. Каждый раз хожу на фестивале. Зажигательная и современная музыка диджея Романтина, а также искрометный юмор ведущего Искандера Мавлянова сделали этот вечер по-настоящему ярким. Особенно ребят порадовал флешмоб, но повторять движения профессионалов оказалось делом нелегким. Своими оригинальными и стильными танцами на празднике гостей порадовали творческие коллективы Эдельвейс и Midnight, которые позже устроили танцевальный баттл, ставший фишкой вечера. Фестиваль Холли стал оригинален и грандиозен тем, что впервые на мероприятии такого формата было проведено очень зрелищное и захватывающее фаер-шоу. Укротители огня из города Магнитогорск буквально взорвали площадку парка. Милана Семрякова, Рустам Имангулов, Любовь Карпова, Оксана Михайлова. Специально для детского времени телекомпании СТВ. Ну что ж, вот такой насыщенной была эта праздничная программа. Но, увы, наше эфирное время подошло к концу. Еще раз поздравляем всех с новым учебным годом. Новых достижений и открытий вам, ребята. А с вами были, как всегда, неподражаемый Никита Полосков И очаровательная Милана Семерякова. Всем пока!